Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, вне зависимости от того, кто ему больше нравится, Криштиану Роналду или Лионель Месси, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока-героя. Сегодняшней игры вам доселе знакомы участники предыдущих передач Дмитрий и Манижа. Добрый вечер. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Да. Тем не менее, напоминаю правила нашей сегодняшней игры. Дело в том, что сейчас перед вами появятся две темы. Я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с русского языка на татарский. У вас будет 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработаете 2 балла. Ответьте неправильно, возможность заработать 1 дополнительный балл будет у вашего соперника. Ну что ж, перед вами две темы. Социальная защита и физика. Кто выбирает? Ну, я учусь в Институте культуры и искусств, поэтому лично я бы выбрал социальную защиту. Физика, я к физике далек, например. А Манижа, как вам? Что больше нравится? Да, лучше социальная защита. А кто начнет игру? Конечно же, Манижа. Давайте я тогда. Конечно. Естественно, прям такая. Ну, естественно. Манижа. Итак, поехали. Социальная защита. Как на татарский язык переводится слово «социальная защита»? Социаль яклау, социаль соклану, социаль ярдем. Тема серьезная, что вы смеетесь? Да, кстати, очень Очень серьезно. серьезная тема, да. Социальная защита, мне кажется, это первый вариант ответа. Социальная клау. Манижа права, это правильный ответ. Молодец. Да, действительно, это правильный ответ. Социаль яклау – это социальная защита. Социаль соклану – это социальная оборона или социальное хранение. Защита от кого-либо или чего-либо. А социаль ярдам – социальная помощь. Дима, играем с вами. Да. Дмитрий, как на татарский язык переводится слово «нуждающиеся»? Муллыкта яшаушилер, мухтажлар, социаль яктан якланмаганнар. Можно по-русски еще раз вопрос, русский вариант? Нуждающиеся. Муллыкта яшаушилер, мухтажлар, социаль яктан якланмаганнар. Ну, выберем самый простой вариант, который легче перевести. Третий вариант. Социаль-яктан яклан маганнар, наверное, скорее всего. Самый легкий? Да. В принципе. Для кого-то самое сложное – это самое легкое. Мужчины вообще герои, не ищут легких путей. И это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Дмитрий, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Вот так вот. Манижа? Мухтажлар. Мухтажлар, наверное. Мухтажлар. Мухтажлар. Принято. Это правильный ответ. Муллыкта яшаушилер, живущие в достатке. Социаль яктан якланмаганнар, социально незащищенные. А нуждающиеся – это мухтажлар. Манижа молодец. Отобрали дополнительный балл у Это своего еще начало соперника. только. Теперь с вами играем с вами, и до того, как мы начнем это делать, хотел бы вас спросить, вот как сложно или как несложно учить и говорить на татарском языке людям, которые, в принципе, для которых татарский язык не родной. Я хочу сказать, что вы участники нашей программы и одни из наиболее ярких и тех людей, которые нас впечатлили тем, что, будучи представителями других национальностей, вы очень здорово говорите на татарском языке. Что вы, Манижа, что вы, Дмитрий. Честно говоря, я не помню, когда я выучила татарский язык. Такое чувство, что я уже с детства, с самого рождения знаю. Но, например, если человек из Европы, там ему сложно было бы, мне кажется. Ну а если тут недалеко, из Турции или из восточных стран, то легче было бы изучить язык. Ну, я, например, просто с детства окружен именно друзьями там, или общением именно с татарским языком. Поэтому как-то получилось так, что Ну, то есть как бы общаемся на богатство есть татарском. у каждого Да, человека, конечно. возможность выучить дополнительный язык. А часто приходится дома разговаривать на татарском языке, Манижа? Дома. С братьями я разговариваю на татарском. Серьезно? Да, я уже не могу, например, ну, я могу на таджикском разговаривать, так как-то уже привыкла с ними общаться на татарском. Но родители ругают, чтобы мы дома разговаривали хоть на родном языке. Ну, то есть вы чувствуете некую ответственность за это Да. свою? Ну, я тоже иногда ругаю их, чтобы они говорили.
но все равно сама. Ну вот, Ну что ж, да. от обычной некой семейной ответственности перейдем к социальной ответственности. Я имею в виду к следующему вопросу. Как с русского языка на татарский переводится социальная ответственность? Социаль жаваплылык, социаль yüklеmeler, социаль шаралар. Так, вопрос мне же, да? Да, конечно, я все с вами. Вы так улыбаетесь Социальная загадочно, я все продолжаю ответственность. улыбаться вам в такт. Ну, что ж. Ну, наверное, точно не социальюклемелер. Ага. Так, потому что я не знаю, что это вообще. Наверное, скорее всего, первый вариант ответа. Первый вариант ответа. Да. То есть вы считаете, что это социаль жаваплылык? Да. Принят. Правильный ответ? Это правильный ответ. Действительно, социаль жаваплылык – это социальная ответственность. Социаль yüklеmeler – это социальные обязательства. Социаль шаралар – это социальные мероприятия. Да. Ага, Дмитрий. Да, будем отыгрываться. Будем отыгрываться, конечно. Дмитрий, как на татарский язык Дмитрий, а играем мы с вами, переводится слово «подаяние». Хайр, ажет, шафагат. Шафагат. Ажет мы знаем, как переводится, да? Хаир слышали. Ну вот говорят же, вот как вот? Хаир дага, вот я слышал такое выражение, например. Но как перевести точно, я пока еще не знаю. Шафагат, то есть я в принципе не слышал. Подаяние. То есть подаяние имеется в виду... Милостыня. Подаяние, да. Говорят, хайриет концерта, например. Шафагат. Ну, наверное, первый ответ. Хайир. Принят. Это правильный ответ. Хайрия концерта – это благотворительный Да, концерт, да. а хайр – это подаяние, Подаяние. еще говорят хайр бирерге, да? Да. То есть это подаяние. Садака нам ближе всего. Ажет – это долг, шафагат – это благодеяние, а хайр действительно это подаяние. Итак, пятый вопрос. Манижа, как с русского языка на татарский переводится слово «милосердный»? Михарбанла, махир, мухыр. Благодаря Камиле я знаю ответ. Она что-то переводила с татарского на русский. вот она недавно И нам. спрашивала она, что значит михарбанлы? Это вот милосердный михарбанлы. Милосердный. Да. Это правильный ответ. Махир – это умелый, мухыр – это печать, а михарбанла – это милосердный. Шестой вопрос, Дмитрий, играем с вами. Как с русского языка на татарский переводится слово «благотворитель»? Хайрияще, уюштруще, хайрще. Ну, Иштруще, насколько я знаю, это организатор. Хайрще – это, ну, не самый богатый человек, так скажем. Ну и остается первый вариант хайряще. Вы слукавили, конечно, сказав, не самый богатый человек. Это правильный ответ. Действительно, хайрияще – это благотворитель. Иштруще – это организатор, а хайрще – это бедняк. Да. Не самый богатый человек, сказал Дмитрий. Седьмой вопрос. Играем с Манижей. Как на татарский язык переводится словосочетание «сбор пожертвований»? Иген жию, салам жию, игана жию. Игенжио. Я не знаю, что такое игене, но мне кажется, правильный ответ это именно игенежио. Последний. Да. Третий вариант ответа. Принят. Переживаете? Да. Это правильный ответ. Я Вот так правда вот. не знала. Иген жию – это сбор хлеба. Да. Салам жию – это сбор налогов. А игана жию – это сбор пожертвований. Еще есть такое понятие, как иганаще – это спонсор. Саламджи можно еще раз повторить? Салам жию – это сбор налогов. Ага. Ну, так очень интересно. Ну и восьмой вопрос сегодняшнего первого тура. Как на татарский язык переводится словосочетание «пожилые люди»? Үлкеннер, кортлар, корткоры.
Ну, корт-кара, если честно, я не знаю, как переводится это словосочетание, да? Картлар, кортлар, старый үлкеннер. Так, внутренний конфликт. Үлкеннер, кортлар. Үлкен. Что я кушаю? Ну, пускай будет первый вариант. Да простят меня пожилые люди. Үлкеннер. Да. Принято. Но мне кажется, у них нет повода вас прощать, потому что нет повода обижаться. Это правильный ответ. Так, да. Дело в том, что квартлар – это старики. Да. Кварткоре – это старичье, старики, старухи. Как понимаете, это очень грубое выражение, и его неуместно использовать в значении «пожилые люди». А пожилые действительно үлкеннер отмечается ежегодно 1 октября, День пожилых людей. Он называется үлкеннеркене. Но это еще не все. В первом туре есть сюрприз. Сюрприз предполагает каждому из вас попробовать перевести одно слово с английского языка на татарский. Переведете правильно, заработаете 3 балла. Переведете неправильно, и, возможно, заработать 2 балла на этом вопросе будет у вашего соперника. Маниж, начинаем с вас. Как с английского языка на татарский переводится слово society? Society. Так, это действительно... Ну, с чем связано вот Вот социально? общество. Мгм. Общество на татарском будет общество. Так. И... Жемгиет? Нет, да? Итак, Ну, ладно. Жемгиет. Это общество. давайте вроде. громче, увереннее. Я не уверена просто. Итак, Пускай общество будет. society с английского на татарский переводится как Жемгиет. «Джамгиет». Не надо смотреть на меня так. Это правильный ответ. Я вас поздравляю, действительно, это правильный ответ. Ну, видите, как здорово. Да. Вы заработали дополнительные 3 балла. Дима, играем с вами. Вам досталось слово чуть посложнее, но оно вам знакомо. Вы его точно знаете. Потому что оно вам сегодня попадалось, и это слово вам помогло угадать другое слово. Как с английского языка на татарский переводится слово charity? То есть тоже существительное. Да. Милостыня. Ну. Ну. Хайрия. Это мой ответ. Все, больше нет вариантов. Где так? Хайрие. Больше нет у меня вариантов. Это правильный ответ. Действительно, charity с английского языка на татарский переводится как хайрия. Я правда не ожидал. Ну. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом первый тур нашей игры подошел к концу. Вы молодцы. По результатам первого тура, Дмитрий, вы набрали 9 баллов. Манижа, вы набрали 12 баллов. Это только начало. Весь драйв этой игры, этого соперничества еще впереди. Правила второго тура очень простые. Они не сильно отличаются от правил первого тура. У вас традиционно будет 2 темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. Это Манижа. Вот. После этого вашему вниманию будет предложено 8 слов, которые надо будет с татарского языка в этот раз перевести на русский. Переведете правильно, заработаете 4 балла. Ошибетесь, и возможность заработать дополнительные 3 балла будет у вашего соперника на вопросе вашего соперника. Вот такой вот коварный момент присутствует во втором туре. Ну и, собственно, цена ошибки возрастает. Теперь не 1 балл добирать, а целых 3. Дмитрий, Манижа, 2 темы. Еда и военное дело. Манижа, во что играем? Еда, конечно. То есть не военное дело. Нет. Манижа, как с татарского языка на русский переводится слово «ризык»? Продукты, еда, хлеб. Точно не хлеб. Ризык. Ризык. Продукты, еда. Ну, мы же не говорим ризык опой там. Еда? Еда. Мы же не говорим «ризык опкайтам», сказала
Манижа и решила, что это еда. Это абсолютно правильный ответ. Действительно, продукт это ошамлыклар, хлеб это икмек, а еда это ризык. Дмитрий. Дмитрий, как с татарского языка на русский переводится слово кахве? Кахве. Такое ароматное слово сразу видно. Кахве. Чай, вода, кофе. Я сказал бы вода, но скажу, что кофе. Я сказал бы вода, но скажу, что... А почему? Ну, потому что вода без аромата, поэтому скажу, это кофе. Получилось, что я даже подсказал. Ну, в принципе, чай тоже с Это ароматом. правильный ответ. Чай это чай, вода это су, а кахва это кофе. На самом деле, это последний думал, что это какой-то халва или что-нибудь кахве. А как по-чувашски будет вода? Шив? Шиф. Шив. А кофе? Кофе, в принципе, мне кажется, так же будет кофе на самом деле. Как... А чай? Чей. Чай. Да. Не чай, а чей. Вот видите, есть тут чай. Да, очень много схожих Чи слов. и чай. Отлично. Чей жепер. Чей Да. жепер. Манижа, играем с вами. Третий вопрос. Как с татарского языка на русский переводится слово шефталю? Шефталю. Мое любимое слово. Что это? Апельсин, персик, абрикос. И вы должны знать. Да. Yes. Так, на таджикском будет также шафтолу. Вариант ответа можно еще раз? Апельсин, персик, абрикос. Абрикос. То есть вы считаете, что это абрикос? Сейчас, апельсин, что там? Персик, абрикос. А, шафтолу, так у нас. Абрикос, да. То есть, по-вашему, шефталю это абрикос. Ну не персик же, персик у нас зардолу. Ну, да. Я ничего не знаю. А я-то думал, знания могут помочь. Но не в этом случае. Это неправильный ответ. Да. Да. Персик. Дмитрий, есть возможность заработать дополнительные 3 балла. Как по-татарски будет... Шафтолу. Как по-татарски будет шефталю? Будет шефталю. А как по-русски будет шефталю? Сказал бы, конечно, эфлисун, но скажу, что персик, наверное, да. А тут и не Нечестно. поспоришь. Осталось 2 варианта ответа, либо афлисун, либо Был персик. выбор. Но поскольку он знает, что апельсин это афлисун, спорить с ним бесполезно. Это правильный ответ. Действительно, шефталю это персик. Почему я интересно? Абрикос по-татарски будет рык. А апельсин будет афлисун. 4-й вопрос. Играем с вами, Дмитрий. Как по-русски будет орлок? Зернышко, семя, семечки. Кюнбагаш. Зернышко и семя. Не знаю, первый, скорее всего, будет семя. Орлок. Логично. Первый не знаю, поэтому второй. Правильно. Зернышко по-татарски будет быртык. Вот так вот. Семя будет орлок, а семечки будет кюнбагаш. Манижа, как с татарского языка на русский переводится слово ширбет? Ширбет. Хорошее слово ширбет. Соус, смесь, фруктовый напиток. Ну почему так сложно? Это очень легко на самом деле. Ширбет. Я уже слышала это, просто не могу сейчас вспомнить. Сейчас. По-русски есть такое слово щербет. Кстати, в персидском языке есть слово щербет. Есть такое слово, как щербет и нилюфер, например, говорят. Мне нравится вот фруктовый напиток. Нравится фруктовый? Да. А вы любите вообще фруктовый напиток? Конечно. А чё? Давайте пусть будет тогда. Давайте. Сейчас посмотрим. А давайте. Это правильный ответ. Столько переживаний, да? Да. Ну, почему интересно фруктовый напиток? В принципе, я бы подумал, что Ну, может дело быть, в том, что, да, может быть, Нет, я потом Например, подумала, смесь. смесь, наверное, думаю, потому Как что бы ширбет, в Аравке фрукт и страны же этот, продают, да, как бы орешки там вместе с смесь, там вот, в принципе, тоже почему бы нет. да. соус по-татарски будет соус, смесь будет кот-нашма или кушалма, а фруктовый напиток будет щербет. Я после выпью ширбет, наверное. Кого? Ширбет. А Ну, не щербет и легче. нилюфер – это напиток из лилии, цветы лилии, из них Нилюфер? делают напиток прям такой сладкий-сладкий. Нилюфер? Нилюфер. У меня подруга Нилуфар. Да, нилюфер – это вообще лилия. Вот Лилия, имя. наверное. Лилия обычная. Цветок. Классно. Да, у нас Значит, лилия, это у да, Таджикистана нилюфер. А что значит маниже? Нежность. Нежность. Да.
Ну, на татарском это На татарском тоже перевод есть? сейчас нежность. Что на татарском как будет? Не знаю. Нежность. Йогам. Нет, я не знаю. Назлалак. Назло где-то так, наверное. А Дмитрий что означает? Дмитрий Солунский. А Очень есть, распространенное на самом деле имя. а есть какие-нибудь чувашские имена, вот такие национальные? Русские имена некоторые как бы, По-другому так будет, скажем, наверное. на татарском звучат по-другому. Допустим, Петя, тот же самый, будет Печа, например. Печа? Да, Печа. Допустим, Дмитрий, Митя, например, тоже так же есть, да, вариация Дмитрия, Митя. На чувашском говорят Митюк, Митя, Митюк. например, Митя, так скажем. Но, в принципе, есть чувашские такие, исконно чувашские такие имена, но Алексей, например, говорят Алексей. Так тоже говорят. Метри, Дмитрий, например, будет. Метри. По-чувашски. Метри. Да. Дмитрий. Меня, к счастью, конечно, так не называли, но такая вариация Метри. есть. Метри. Метри. Дмитрий. Дмитрий, как с татарского языка на русский переводится слово «брай»? Полба, кунжут, сорга. Ну, честно, ответа я не знаю. Наугад. Но, опять-таки, то есть инстинктивно можно что-нибудь выбрать. Брай. Полба, кунжут. Сорга я не знаю, что это такое. В принципе, как бы вид зерновых, но не слышал никогда абсолютно. Кунжут знаем. То есть все-таки более восточное, да? Происхождение. Полба, полба, она и в Африке полба. Я почему-то хочу ответить, что полба. Пускай будет неправильно, мне кажется, да. Но все-таки отвечу, что полба. Полба. Пускай Мне будет тоже так. так Брай. показалось. Да. Не знаю, мне так кажется просто. Это правильный ответ. Я же говорила. Как круто. Я тоже так подумала сразу. Брай – это полба, кунжут – это кунжит, сорга – это миссер тараса. Вот так вот. 7-й вопрос, второй тур. Играем с Маниже. 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 Маниже, как на русский язык переводится слово «эремщик»? Эремщик. Очень простое слово. Да. Сметана, творог, сливки. Вот почему мне не попадаются такие вопросы? Ну вот я не знаю, поэтому вот попадаются мне. Серьезно? Ну, сметана, это вроде сметана. Или нет? Эремщик. Эремщик. Сейчас. Давайте второй. Второй. Творог. Да. Долго же вы сомневались? Правильно что? Но вы правильно сомневались. Yes. Даже Дмитрий вам сказал. Молодец. Эремщик – это действительно творог. Сливки – это süteste, а сметана – это каймак. 8-й вопрос, Дмитрий. Играем с вами. Как на русский язык переводится слово «тона бузау»? Корова, телка, бык. Ну и слава богу. Знаешь? Ауыл баласы буларак, әлбәттә мин дөрес җавапны беләм. Әлбәттә ул икенче тёлка. Тёлка. Булырга тиеш тана бузау. Корова сыер, үгез бык, тёлка это. Ну да, в тана классическом варианте это правильный ответ. Корова – это саер, бык – это угыз, а телка – это тона бузау. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом второй тур нашей игры подошел к концу. Второй, но это не последний этап нашей игры. Нас впереди ждет еще финал. Дмитрий, вам удалось немного исправить ситуацию. Не просто исправить, а даже вырваться вперед. Манижа, вы набрали по итогам первого и второго тура 24 балла. И отстаете вы от Дмитрия ровно на 4 балла. Дмитрий, у вас 28 баллов. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, впереди нас ждет финальный раунд. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Ну что ж, объясняю правила финала. Они такие же, как в первом и втором туре. У вас традиционно 8 слов, которые надо перевести с русского языка на татарский. Единственное отличие, вариантов ответа у вас нет. Все очень просто. Отвечаете правильно, зарабатываете 4 балла. Ошибаетесь, и возможно заработать дополнительные 5 баллов у вашего соперника. Готовы? Да. Все понятно? Не готова. Не готовы? Напоминаю, разница между вами 4 балла, так что все может измениться в любую секунду.
Уважаемые телезрители, мы начинаем финальный раунд телеигры «Переведи». Ну что ж, перед вами две темы – химия и поздравления. Выбирает тот, у кого больше баллов по сумме первого и второго тура. И это вы, Дмитрий. Дмитрий, во что играем, в химию или в поздравления? Я не хотел бы сыграть в химию, поэтому поздравления. Вообще с химией у всех все в порядке было? Нет. Нет? Поздравляю вас с этим событием. Спасибо. Итак, играем в тему поздравления с Дмитрием. Дмитрий, как по-татарски будет поздравление? Котлау? Это правильный ответ. А можно еще сказать «тябрикляу». Табрикляу. Тоже да. Ну, я бы не догадался. Маниже, маниже. Маниже, как по-татарски будет праздник? Бейрем. Это правильный ответ. Дмитрий, как по-татарски будет «от всей души»? Шын кунгельдан. Это правильный ответ. А у тебя? Маниже, как по-татарски будет «день рождения»? Туганкен. Тяжелый. Это правильный Ну, ответ. сейчас начнется, подожди. Дмитрий, как по-татарски будет «пусть прольется на вас благодать Бога»? Это шутка? Нет. Это вопрос, это не шутка. Это дословный перевод. Что это? Вот прям дословнейший перевод. «Пусть прольется на вас благодать Бога». Вы в Бога верите вообще? Хотя вы имеете право не я, в отвечать принципе- согласно Конституции Российской Нет, Федерации. я верующий гражданства. человек. Как бы я могу на это ответить. Да. Да, я верующий человек, Вы- поэтому... А в Я его верю в Бога. благодать? Благодать? Ну, есть в его благодать, верите? Слушай? Конечно. А как без этого? Вот представьте, что пусть прольется на вас благодать Бога. Нет, надо подумать сейчас. Благодать. Обычно бабушки часто это говорят. Вот приносишь ей 2 ведра воды, она говорит: «О, улам! Пусть прольется на тебя благодать Бога». Аллахның рахматы явсын, нет? Это правильный ответ. Ну, как бы... И мне надо подсказывать. Это, значит. конечно, Это да. не подсказка, это... Ну, подсказка. Манижи, как по-татарски будет «пусть сбудутся ваши желания»? Так, Тоже. желание я сейчас помню. Обычно на день рождения говорят. Да, я знаю. Я знаю, я просто сейчас надо подумать немного. Тут не надо выдумывать, Я это как со знаю. звукозаписывающей Да. студией, здесь все по порядку. Да. Пусть будутся Ваши желания. ваши желания. Sizning tilaklaringiz shunga oshsin. Это правильный ответ. Еще иногда говорят «теляклярыгыз турмушка ашсын». Да. Шынга ашсын. Так. Дмитрий, как по-татарски будет открытка поздравительная? Открытки? Открытка. А, Это я принимаю? Нет. Котлау хаты. Принято. Ой, больше не помню. Это правильный ответ. Воу! Вот это да! Действительно, котлау хаты – это поздравительное письмо или открытка. И есть еще такое слово, как табрикнаме. Это два слова, они оба принимаются. Манижа. Как по-татарски будет гостиниц? Гостиниц. Ну вот, приносит же А. гостиниц. Так. Ха. Нет, я знаю. Программа есть такая на ТНВ. Да. Я знаю это. Просто я сейчас вспомню. Куштенеш. Молодец. Это правильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, я вас поздравляю с тем, что в финальном раунде никто из вас ни разу не ошибся. На этом финальный раунд и наша сегодняшняя игра подошли к концу. И все решил сегодня второй раунд. Разница между вами в 4 балла на атаке сохранилась. Дмитрий, вы набрали 44 балла. Манижа, вы набрали 40 баллов. Я вас поздравляю с отличным участием в этой программе, а вас, Дмитрий, с победой. От компании «Татарстан Новый век» и телепроекта «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ Планета и ТНВ Татарстан. Пока-пока.